Кто учился в школе, хоть раз да задавался вопросом, при какой температуре можно не ходить на занятия. В связи с воцарившимися сейчас в республике морозами данный вопрос как никогда уместен. Согласно официальным нормам, для каждого возраста школьников предусмотрены свои допустимые показатели. Так, с понижением температуры воздуха в зимний период Минобразование Башкортостана в целях профилактики массовых простудных заболеваний среди детей и подростков рекомендует освобождать от занятий обучающихся при следующих температурных показателях. Минус 25 и ниже начальные классы, минус 27 и ниже 5 и 9 классы и минус 32 и ниже 10 и 11 классы. Согласно санитарным нормам, когда происходят низкие температуры в природе и в погоде, мы, конечно, детей стараемся и родителей оповестить о том, что при низких температурах и с ветром детей оставляли дома. Но если, например, родители на своем транспорте привозят здесь и увозят, опасности для здоровья детей нет, поэтому обучение мы проходим в полном режиме, согласно расписанию. На сегодняшний день, в общем-то, отсутствует 1/3, 198 обучающихся сегодня отсутствуют по температурному режиму, ну и 30 по болезни. В общей сложности получается больше 200. Но мы эту ситуацию контролируем, детей самостоятельно уже не выпускаем на улицу и стремимся к тому, чтобы родители забрали детей уже после обучения. По данным городского отдела образования, в школах сегодня по этой причине в общей сложности отсутствовала четверть учащихся. Большой процент из них составили обучающиеся из поселков спутников. Все общеобразовательные организации в этот период продолжают работать в штатном режиме, но окончательное решение о посещении детьми школы принимается родителями. Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает, что погодные условия в ближайшие сутки еще заметно ухудшатся. Ожидается порывистый ветер, на автодорогах прогнозируется ухудшение видимости до 500 тысяч метров, рекордно низкая температура воздуха еще сохраняется. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.